Добрый день, друзья. Сегодня первый подкаст Хорика. И этот первый подкаст мы пригласили Шамсидина, так как он является молодым и сейчас популярным ресторатором. Также он является участником «Молодые ножи». Открыл недавно, так громко открыл кафе «Рояль». Также моим соведущим сегодня Боводор. Боводор бизнесмен. Все вы знаете. Я бизнесмен. Его ник Таджик Домот, эксперт еды и путеводитель по ресторанам. Да. Как вам быть ресторатором? Это сложно очень. Вот, если честно, именно вот работа с людьми, это всегда сложно. Именно вот кадров хороших не хватает. Сервис у нас очень хромает. Постоянно надо студентов обучать, чтобы они стали официантами. Именно вот профессиональных официантов, это в первую очередь, это не только у нас, да, вот с сервисом проблемы. Это во многих ресторанах именно в Душанбе, если вы тоже заметили, с сервисом очень большие проблемы. Сервис ноль везде, я это знаю. И я думаю, что мы к этому все придем, когда люди начнут официантов принимать как человека рабочего персонала, как повара, как другого человека, который в этом ресторане делает какую-то тусовку. Получается так? А у нас его принимают, как, грубо говоря, слово «хизмат», «пеш-хизмат». Да. Это не подходит ресторану. Я думаю, что как раньше было, «дарсархончи» называли, ведь вот это лучше было бы работало. Именно когда заходили, они «пеш-хизмата файруткун», «дарсархонча файруткун». Это не понижает человека. Он «дарсархончи», он эту тусовку создает. Я думаю, так назвали бы лучше было бы. Как тебе сказать? Вот ты сейчас ресторатор. Ты встретился с такой волной людей, именно твоя популярность помогла твоему ресторану, вот так скажем, твоя популярность помогла твоему ресторану как бы раскрыться, да? И сейчас твоя популярность дальше помогает твоему ресторану или нет? Немного вот предыстория будет. Я год работал в Бон Аппетите, и вот, получается, у меня договор закончился, и тогда я уже работал, начал вот как фудблогер выкладывать свои ролики. У меня ролики хорошо залетали, и у меня договор там с Бон Аппетитом закончился, я вышел, и 7 месяцев, почти 8 месяцев я нигде не работал. Я вот как блогер 7 месяцев только работал, развивал только свой Инстаграм, свой личный бренд. И так получилось, что все захотели попробовать именно мою еду. Не то чтобы, которую я готовлю вот для рецептов, а которую именно я сам готовлю. И когда мы открыли, я ожидал, что будет много гостей. Но в день по 400, по 500 гостей, которые будут ждать очередь. Я в первый день я вышел, и там прям очередь стояла из 40 человек. У нас посадочное место 32 было, а в день заходит поток по 300, по 400 человек. Я был поражен, насколько вот личный бренд, насколько Инстаграм мне помог развить и раскрутить это кафе. Мы даже рекламу, ничего. Я просто своих друзей позвал, и мы техническое открытие сделали. Мы думали, что вот немного сейчас недельку поработаем, доработаем и большое открытие сделаем. Но наплыв был настолько большой, что мы уже о большом открытии и не думали, потому что весь город почти там был. Я насчет Инстаграма, да, эта тема классная. Я тоже начинал как блогер в свое время, готовил. А Кирилл еще меня поправлял, там, вот здесь так, готовь так. И многие мной тоже писали, там, ака ресторан, джудай, там. Я даже момент был, я был в такой-то тусовке, человек подходит, номер телефона дает, говорит, у меня завтра свадьба, там, мне надо сделать, приготовить. Я его смотрю, говорю, ты что? Я говорю, сколько я попрошу, ты столько не сможешь дать. Во-первых, говорю, во-вторых, хотя не обижай, я готовлю чисто для экрана. И тогда еще не было такого сильного ажиотажа. Абсолютно. Я понимаю тебя. Это у нас в Душанбе вообще таджики, мои любимые, любят кушать. Вот так скажем. Средняя Азия любит кушать. Да, вот узбеки, таджики, они все любят кушать. И, конечно же, нам не хватает вот этого тусовочного места, как чайхана, да, он раньше чайхана считалась, а сейчас мы его ищем в новых руслах, да, это так, типа кафешки, рестораны новые, да, вот в этих темах я вижу только, я вот честно, я так думаю, и нам нужно место, где мы сядем и начнем обсуждать какую-то тему. Вот вы озвучили свои проблемы, у вас есть уже планы, как эти проблемы решать? Да, мы уже почти решаем до сих пор и работаем над каждой жалобой. Благодаря жалобам мы все идем дальше и дальше. Вот. А вот качество улучшается, уже жалоб почти что нет. А не кажется ли вам, что жалоб стало меньше из-за того, что посетителей стало меньше? Нет, просто кухня была не готова к таким объемам работы. Поваров там было у меня в начале 3, сейчас чуть больше. Вот мы скоро открываем уже цех. То, что кухня не справляется,
Там кухня не то чтобы маленькая, просто там и холодный цех, горячий цех, кондитерка. Мы сейчас кондитерку полностью отделяем, и на кухне просто будет холодный и горячий цех. Вот, и в дальнейшем очень большие планы именно на это кафе. И это как франшиза. Вот, франшизу мы купили из Воронежской франшизы. Там в Москве более 20 франшиз этих кофе-рояля. Но там нету именно блюда. Там только пончики, десерты и кофе. А именно вот наше, то, что мы залетели, именно с блюдами. Интерьер классный, да, но вот именно вот для этой франшизы вроде, думаю, не хватало вот такого ярких позиций в меню, то, что я добавил. И в дальнейшем есть в планах то, что я делаю, мы купили франшизу у них, да, получается, но они уже заинтересованы то, что видят, какие у нас прибыли, какие у нас выручка, да, какой у нас вот фудкост на этих идет. И они в дальнейшем, по ходу, будут покупать франшизу у нас, и я буду обучать поваров их, и будем ставить кухню в России. Это очень хорошая тема, мне понравилось. Насчет вот именно, а ты думаешь, вообще нужен был рояль открывать? Именно, ты мог быть свое что-то, ведь там Шамс-Эддин, там рояля не слушается никто. Слово Шамс-Эддин там идет. Может быть, там просто надо было открыть кафе. Не твои Это моя третья попытка была. Я в Фуджане 2 кафе. Один большой ресторанный комплекс был 900 квадратных метров. И еще помимо этого я кафешку открыл. Вот, как по патенту все это было. И под волну ковида попал. Вот где-то 4 месяца я полностью зарплату из своего кармана всем сотрудникам. И, прибыли не было. Как раз меня позвали тогда и нашел. Я все закрыл и переехал в Москву. Я там дальше и работал, учился, и обратно приехал, и устроился. Я честно, я лично думаю, что это не рояль. Это я думаю Шамс-Эддин. Честно, вот мое мнение там о Шамс-Эддин. Там можно было просто вывеску оторвать, Шамс-Эддин. Мы вывеску Шамшеф поставили уже. Да, вот я говорю, уже к этому идет все. Вся тусовка начинается с этого. Как начиналась этот путь? Ты человек молодой, 25 лет. Когда вообще ты начал заниматься кухней? И как к этому ты пришел? И кто твои кумиры? Если можно, вот тезисно вот эти вопросы, чтобы люди знали. Я люблю готовить, как себя помню. Вот всегда, когда мама готовила, я всегда стоял, когда ужин она делала, вот смотрел, помогал. Вначале сестренки говорили, это типа девичья работа, иди гуляй с пацанами, там на улице будет. Но я всегда вот старался, когда именно в процесс готовки, обеда, ужина, я всегда был дома и смотрел. И вот свое первое мясо я готовил с 5 лет. С 8-9 лет я уже полностью... Мама работала, отец тоже работал. С работы приходил, типа мама говорила, что надо приготовить, я готовил. И у меня вот страсть, вот тогда журнала, интернета не было у нас. Всегда вот люблю готовить было, если помните журнал. Такие журналы всегда мама привозила, и я всегда вот смотрел фильмы, мультики, вот «Рататуй», это тоже вот более 20 лет как вышел. Вот. Это мотиватор, да? Да. И вот когда мне было 13 лет, меня уже отправили к моему устозу, вот к моему наставнику Хамиду Абдурауфу. Он в сфере вот повар, хороший повар, который вот весь Худжан его знает. Он такой повар, который весь Худжан знает, весь со всех свадеб всегда обслуживаем. И вот меня отправили к нему, я закончил 8 класс, и дальше пошло-поехало. Я почти 2 года работал с ним, и уже хотел больше, чем вот работать в столовой, или я еще работал в санатории Бафористон, если знаете. Когда школу закончил, уже перешел на ресторан. А вот есть еще один вопрос, извиняюсь, что я перебиваю. Вот есть многие слушатели, я думаю, что нас будут слушать, смотреть люди, те, которые занимаются этим бизнесом, и те, которые хотят этим заниматься. Для всех будет интересно, как попасть в программу «На ножи». Я вот через Инстаграм меня пригласили. Я вот более 4 лет занимаюсь, именно продвигаю себя как фудблогера именно вот в Инстаграме. Первый раз меня опубликовали как топ-5 молодых шеф-поваров Таджикистана, Азия Плюс. Через эту статью меня нашли редакторы «Поиск талантов» вот компании телеканала «Пятницы», и они мне написали. Когда они мне написали, я просто смотрел на ножах на Константина Ивлева, телефон у меня в руках был, и смотрю директ, меня приглашают на шоу Константина Ивлева. Я вот смотрю на него, смотрю на телефон. Я сначала не верил, так как это был первый выпуск, собирали очень вот хороших шеф-поваров из разных стран, из Таджикистана выбрали только меня. Там еще был парень из Армении в моем выпуске, и дальше из разных городов России.
У нас ведь в Таджикистане не все продукты можно достать, особенно для твоего кафе. Я так думаю, что какие-то, например, соусы, какие-то ингредиенты, которые у нас нету их. И откуда ты это все достаешь? Я вот именно для этого кафе я стараюсь очень вот локальные продукты использовать. Молочные продукты у нас очень вкусные. Мясо, рыба, вот лосось я вообще не беру, только вот местный, вот, который у нас есть. Да, использую. Куриное филе тоже вот. Я стараюсь именно использовать наши локальные продукты, которые вот каждый сезон у нас очень хорошая природа, которая вот, дает... Здесь была реклама Мармари, можно было доставить там курицу какую-нибудь. Рекламу, помните, да? У нас очень хорошая природа, очень хорошая погода для того, чтобы вот овощи у нас очень вкусные, мясо вообще очень вкусное. Я с этим со всеми согласен. Я просто... у меня есть... Интересно там было, да, вот человек, например, занимается тоже рестораном, я много раз, когда слышу, например, какие-то темы, он мне говорит, вот это в Таджикистане нету, да, например. Вот этого, как бы, вот этой соли можно было бы добавить на мясо. Мы в Лондоне с ним были, и нам чувак приходит, как бы наш близкий друг, он приводит, и соль, какую-то соль, он говорит, вот я на мясо буду сейчас на стейк высыпать, стейк сколько надо соли возьмет, а столько не надо, он уберет. Ты вот возьмешь, кушаешь, он не соленый. Наверное, ты в курсе, это турецкий соль, это турки изобрели. Вот. Сейчас она во всем мире, если хочешь, я тебе на пробу дам, чуть-чуть попробуй. Да. Любая еда этой солью не испортишь. Она такая вот самая классная, любая еда становится вкусной. Но плюс главное, что там нету глюконата. Как ты борешься с стрессом? Вот в данный момент в Таджикистане ты не пьешь алкоголь, я знаю. Ты не пьешь. Я тебе... Давай, ты не пьешь, мужик, ты не пьешь. Да, он не пьет. Как ты вообще борешься со стрессом? Да, уже в этой сфере более 12 лет. Если не быть стрессоустойчивым, да, то дальше уже никак. Нет. Я тренируюсь, чаще вот провожу время с друзьями, много гуляю, слушаю музыку. Вот. Какую музыку ты слушаешь? Американскую. Ну, я понял, не японскую. А вот больше рок. Рок. А вообще ты думаешь, что вот здесь арад это эффективно? Или это просто выброс адреналина и стресса? Хорошим копом долго. Вот последние 3 года это уже не помогает. Если... Или я не хочу никого унижать, но есть или наш менталитет такой, чтобы пока не покричишь, он не поймет. Или я хорошо объясняю, 10 раз показываю, все делаю программу, но все равно результата я не вижу. Когда я начинаю орать, все дергаются и начинают делать правильно. Значит, надо орать, получается, да? Ну, я думаю, что это, да, это правильно, да, в любых сферах. В моменте вот в рабочее время орешь, но сразу после 2 минуты или 3 минуты остываю, и сразу вот... Ну, вечером, вот все уходят, да, ресторан закрывается, остаются официанты, там, повара, какая-то местная внутренняя тусовка ведь у вас есть? Да, конечно. Я работал в Штатах официантом, и у нас была местная такая тусовка. Мы вечером останавливались после этого все и гудели, грубо говоря, отдыхали. У вас есть такая тусовка? Да, мы вот сидим. Коллектив у нас очень молодой, классный, все дружные. Скоро будет уже корпоратив первый наш. И дальше тимбилдинги, обучение. Корпоратив где будете делать? Пока думаем. Смотрите, есть много опыта такого, что много были такие ситуации, которые рестораны круто открывались, приглашали там певцов, там блогеров, там другое направление. И от этого фидбэка не было. И вот каким-то чудом вот именно твой ресторан, ты занимаешься едой, и к тебе вот эти люди, 400 людей, 500 людей стоят очередь. Ты не задумывался, что именно из-за того, что ты занимаешься едой, люди пришли? Я на техническое открытие пригласил всех своих друзей-блогеров. Почему? Скажи, вот я, например, наблюдал, все рестораны открываются, вот те же блогеры, те, которые к тебе ходили, они туда же ходили, но в итоге ничего не получили, они никакой там фидбэк не получили. Но у тебя получился из-за того, что ты занимаешься едой, у тебя целевая аудитория – это те, которые вкусно хотят есть, и здесь никакого там роли не сыграли люди, те, которые занимаются блогерством, там, певцы или другими контентами. Я вот об этом хочу. Ты не задумывался об этом? Я рассматриваю это так, что очень много людей, которые именно приходят ради моей еды. Я сами готовлю. Есть много рестораторов, которые они просто управляют. Я и лицо этого кафе, я и сам готовлю, я и маркетингом занимаюсь этого кафе, и как-то все связано. Я сейчас еще раз доведу до вопроса тебя. Доведу сейчас до вопроса тебя. Он имеет в виду, у нас с тобой друзья есть блогеры.
Нас зовут иногда на какие-то тусовки, где мы открываем ресторан. И мы там сидим, кушаем. Мы можем с тобой вдвоем прийти и больше людей туда завести, чем бы вся эта бомонд крутизны, которые с нами ходят. Я не буду говорить никого. Если бы их не было, мы... Мы сейчас не хотим осуждать. Никого не осуждаем. У тебя в голове не возникала бы мысль, что у тебя целевая аудитория, которая хочет вкусно есть. Да. А целевая аудитория вот Энного там, например, Блогера. Назовем. там Зухридина Шарипова, да, блогера, который поет, у него целевая аудитория, те, которые не имеют средства кушать, они просто развлекаются музыкой или там шоу или развлечением. Вот я об этом хотел спросить. Или какой-то Не сыграла ли в тебе в руки твоя целевая аудитория? Я вот об этом хочу сказать. Да. Я вот тоже из кухни выхожу и подаю официантам блюда. Не, я вот договорю. И блюда, и смотрю всех своих подписчиков. Это все мои люди, которые я часто вот смотрю историю, кто меня смотрит. Это все мои люди, которые... Спасибо. Вот ты ответил. Вот. Сам ответил. Что такое ресторан? Ресторанный бизнес – это ты можешь дома тоже кушать, но ты хочешь себя развлечь. Кроме еды, ты, кроме того, что дома тоже вкусно ешь, ты хочешь развлечься, пойти, посидеть, потусоваться. И та целевая аудитория, они подписаны на вас. А те, которые не имеют возможности идти, ходить по ресторанам, другими развлечениями, не, вот те, которые других блогеров подписаны, они ищут другие развлечения. Дети имеются. Да, не только дети, могут быть из других регионов. Если, например, блогер этот певец, его слушают везде. И его аудитория не принесет для ресторанов никакого фидбэка. Но к сожалению, наши все рестораны пытаются всегда приглашать людей не из этого среды. Я просто знаю, с тобой дружу Болдур сколько лет. Я знаю, некоторые мероприятия тебя туда не приглашают. Я удивляюсь, как? У тебя есть целевая аудитория. Или вот в этот, вот как вы сейчас правильно заметили, Шамсидин, если пригласить вот вас двоих, такой же эффект даст, столько же, сколько у нас есть, дай им здоровья нашим блогерам, вот столько им их... Количество людей, да? Их аудитория будут приходить в этот ресторан. Почему? Я это все наблюдаю, всегда изучаю. И хотел у вас спросить, у вас нет ли такое чувство, да, вот всего лишь? У меня, если честно, чувство есть такое, потому что я уже это проверил. Я сейчас хочу такую... Третий вид сделал, это скоро вы узнаете, какую тусовку я организую. Это тусовка такая, что я людей приглашу в такое место. Это не будет рестораном, это не будет кафе, это не будет ошхона. Но я хочу посмотреть, они туда пойдут за этой едой? И мне интересно, если они пойдут, значит, аудиторию можно раздвигать в любом месте. Это не значит, какое-то красивое место должно быть. Это должно быть просто еда, куда люди хотят пойти его покушать. Я так думаю. Потому что тот же Душанбинка, там нету музыки. Если люди были там, вы кушали, например, там музыки нет, там посадочные места, пришли, покушали, ушли. Yeah. Или в той же Самбусашке, у него там нету никакой музыки. Там у него вообще ПВХ стояло, сейчас что-то висит. Вот мы сейчас открыли вопрос, ты притронулся ту тему, которую ты говоришь. Я, например, открыл ресторан, я занимаюсь операционкой, я занимаюсь кухней. Из-за того, что меня знают, как я готовлю, видели мои подписчики, моя аудитория, знаком моими работами, из-за этого люди ко мне пришли, да. И также ты сказал, есть люди открывают рестораны, да, я об этом тоже всегда говорю, люди открывают ресторан, чтобы лишь бы был ресторан. Но есть ты не думаешь, что есть рестораторы, они никогда не занимались ресторанной отраслью и стали крутыми. Есть же такие ситуации. И самые интересные, самые крутые рестораторы в Таджикистане, я как их знаю, они никогда не занимались ресторанным бизнесом. А кто-то занимался банками, кто-то занимался там юридическими делами, но в итоге стал крутым ресторатором. Вот именно то, что ты первый человек, который из кухни хочешь управлять рестораном. Не легче ли тебе сотрудничать с крутым менеджментом и заниматься своей кухней и развивать, и расширять? И где вы видите крутого менеджмента? Ну, искать, вот. Поискать. Нет, я могу ты шогирда приготовить. Шогирд есть такой. Тот, который будет заниматься менеджментом.
ко мне обращается очень много людей и своих друзей, бизнесменов, которые хотят открыть именно ресторанный бизнес со мной. Я им всем говорю, что если ты не разбираешься и не работал даже, да, вот в ресторанной сфере, лучше вот не лезь, и давай делай свою работу, да. Это очень вот бизнес, который постоянно требует внимания, каждый день надо быть там, каждый вот надо сотрудников каждый день спрашивать. Вот вы сами тоже знаете, что если без контроля оставить хотя бы неделю ресторан, то там полный хаос будет. Нет, я не сказал бы, у Акираима он может их месяцами оставлять. 30 лет. Вы знаете, ребята, нет, ты ошибаешься. Ресторан, он прав. Я тебе скажу, ресторан – это контактный бизнес. Да, к сожалению, вот о том, вот мне много тоже такие вопросы задают, когда я первый раз Сим-Сим открыл набережную, мне также приходили каждый месяц, предлагали открыть вторую. Я тоже так же отвечал, это 10-12 лет назад, когда я открывал, я говорил, ребята, это контактный бизнес, не присутствуешь, не получается. К сожалению, в других местах получается, а в Таджикистане не получается. Это контактный бизнес, мы не можем найти себе подобный. Это вот в этом вопрос еще такой. Я удивляюсь, как вот... А почему так получается? Вы знаете, я вот чуть годы прошли, я думаю, что мы почему не находим людей, те, которые бы заменяли нас. Постепенно я нашел эту формулу, как это можно изменить. Я это использовал. И это сработало. Надо хорошо платить. Если это очень хорошая оплачиваемая работа, люди будут стараться не терять работу. Например, я не буду озвучивать, сколько я плачу тем людям, которые занимаются местом. Можно вопрос в такой же теме, да? Вот между кулинарной темой, да, у тебя кухня, а здесь твой бизнес еще, да, вот я бизнесмен. Мне интересно, вот человек, вы говорите, управляет, да, бизнесом. Ты кухню управляешь с людьми, да? Выходишь, здесь тема, например, касса машины испортилась там, или там налоговая пришла, да, например, или там другая тема, да, пожарники пришли. Это тема, которую ты должен выходить и объяснять всю тему. По-любому у тебя менеджер есть ведь какой-то? Не, у меня есть партнеры, вот мои друзья, партнеры, которые... Я только вот развитие и маркетинг, вот развитие и маркетинг это на меня, и кухня только вот. Кухня, десерт, то, что вот, это с моей части. То, что по документации, это распределено, вот делегировано. эти работы, ты, которые говоришь, этим всегда часто занимаются соучредители. Это везде так поставлено. У нас в Таджикистане так поставлено. Есть другая часть. Ты мог бы спросить коротко. Кто занимается сервисом? Сервисом сейчас занимается администратор, который обучен, Сергей, вы, наверное, знаете, он обучил администратора, и мы взяли вот, который обученного... А Сергей кто? Обучает по сервису. Все понял, Сержа знаю. Да, Сержа знаю. Да. Ты, можно на ты, да? Ты работал в Хадженде, да, какое-то время? Переехал в большой город Таджикистана, в Таджикистане большой город считается Душанбе, да? У тебя были опыты другие города, другие там большие города работать? Или только самый большой город – это Душанбе? Нет, я 3 года работал в Москве. Я почти 3 месяца работал в Турции. Проходил стажировку в Алмате, в Астане, в Бишкеке еще 9 Не, в плане управляющего, в плане не сотрудника, а как... Был ли опыт там, давали бы тебе такую возможность, ты управлял какой-то частью работы? Да, это было в Москве. Да? Да. Я был сначала бригадиром, потом старшим поваром. И если бы я там работал, там в Москве очень много сетевых ресторанов, мог бы стать шеф-поваром одного из сетей. Но я уже переехал и остался в Душанбе. Какие рестораны в Таджикистане тебя вдохновили? Вдохновили на что? На открытие своего ресторана. Кафе, бизнес какой-то ты видишь. Своего бизнеса. Вот ты работал в Бон Аппетите. Тебе он как-то давал? Не расшифровывай, пусть он сам подумает. Да, это вот меня московские рестораны вдохновляют чаще, больше всего. А в Таджикистане ты ходишь по ресторанам? Конечно. Какие ты считаешь вот хорошие, которым можно поставить в пример? Тартин. Мариушвили это уже 3 месяца не было, я не знаю. Вот. Мариушвили, Тартин, какой еще? Кая. Да, Кая я постоянно. Там обслуживание, еда очень вкусная. Я каждую неделю почти там Кая с друзьями. Это на 82-м. О, я там был пару. Корейский ресторан. Да. Вот люди, те, которые занимаются
фудблогингам, люди те, которые у них целевая аудитория нацелена на вкусной еде, меня удивляет, какого черта их не было в вашем ресторане? Вот как? Если кто-нибудь нас услышит, просто ответит, почему именно, можно сказать, там пальцем пересчитать фудблогеров, их обоих не было на открытии некоторых ресторанов. Как вы это решили? Кто вам это дал совет? Ну, это ресторан. Да, вопрос аудитории. Но вопрос дальше продолжается. Я буду этой аудиторией. А, кстати, вот насчет ресторанов. Ресторан «Централь» тоже очень хороший. Его меню ставил специальный шеф-повар из Москвы тоже. Тоже вот кухня вкусная, обслуживание тоже хороший, интерьер классный. Централь. Скоро у меня будет как раз обзор про Централь. Так где? Вы увидите. Гранд Отель. Вот именно на данный момент вот открытие столько ресторанов в городе. У нас последние 2 месяца очень много ресторанов открылось. Чайхана, ресторан, кафешки. Да. И они открываются очень хорошо, в хорошем темпе. Но какие-то умирают. Они открылись, например, открылся Ошхола один. Я не буду имя говорить. Он работал полгода, он почти закрылся. А другой открылся, там закрылся. Один открыл, на место него другие приходят. Да? Они открывают. Ну, честно, я скажу, именно в национальной, да, культурной еде мы очень слабые. Люди приходят, гости. Вот приезжают иностранцы ко мне, гости. Первым куда везем? Плов кушать. Но у нас ведь национально не плов. У нас очень тупа можно отвезти человека. Тусовочное место, где уж тупа, они в Гисар его везут. Зачем? В городе почему такой темы нету? Или там, например, гости приезжают, я хочу его удивить. Когда вы приедете в Армению, он вам хаш будет давать, понимаете? А мы ему должны тоже какую-то тему. Крутоп даем, да. Но не все крутоп могут есть. Да. Мы должны дать какое-то еще блюдо, которое у нас было. Мясом связано, я не знаю, с другими вещами связано, чтобы гостей чем-то занимать. Да, крутые новые места ты открываешь, это классно, мне нравится. Рояль – это молодежная тема, но гости приедут, я в рояль его не отвезу. Максимум на завтрак его могу отвезти. Да. Это когда ему надоест национальная моя еда. Вот так скажу. Но, как вот ты думаешь, как вы, Акираем, думаете, это у нас не хватает, да, реально? Я вот так хочу вот вопрос задать. Чего не хватает? Национальной, да, вот такой национальный колорит. Вот, национальная кухня, вот, например, в чем ты видишь национальную кухню? Ты знаешь? Я национальную кухню вижу в колорите. Вот я, когда иду к себе бабушке в кишлак, да, и мне приносят еду, тоже еду, блюдо, да, суп или что-то, именно вот этим как-то одетым, до этом катясь, посидят, там играет какая-то птичка там поет для меня, или там проходит вода, да, это для меня кайф дает. Я думаю, что когда я мехмона назову гостя, привезу туда, ему понравится. Так сделали тандыр в центре Узбеки. В Узбекистане. Не узбеки, а наши друзья узбеки, вот так скажу. Они сделали тандыр. Я там был. Это просто тусовочное место для гостей. Еда можно вкуснее найти в этом Ташкенте. Намного вкуснее даже бугламы в другом месте или самбусу в другом месте. Также подают тандыры, прикинь, привозят, чувак привозит, они эту идею у другого взяли. Да. Они вот такие самбусашки вытаскивают и дают. И такие, которые маленькие такие, они дают, которые на один зубочек для меня. Я был обижен этими самбусашками. Они были вкусные, но маленькие. Тандыр мне не понравился. Вот. Я говорю, что вот такое тусовочное место почему у нас не делают, ребята? Да, заметил тоже, вот недавно друзьям говорю, что почему нет. В Худжанде очень много таких кафешек, которые вот средний класс. Очень много национальных, много шашлыка, много вот мяса. Там улицы? Ребята, да. Вот у нас иногда перебарщивает. Вот я могу сказать, что такое вот этническая кухня. Она не должна быть, например, быть в глине везде, чтобы были вот такие там грязные топчаны или грязный чакан. Я, например, этнический, например, стиль вижу в некоторых кафешках, вот, например, кафе ДББО, где мы с тобой любим ходить. Реклама, вот ты нам должен запомнить. Не, вот смотри, вот она, вот, например, дает атмосферу этническую. Смотри, но не еду, но атмосферу дает. Ну, я ему посоветовал Кумрону, когда было, извиняюсь, перебил, Рамазан был, да, я к Кумрону пришел и говорю, Кумрон, Рамазан, ты вот там как-то работаешь, вот поставь на стол нишолло. Вот поставь, и ты ведь таджик ничего поставь там, а ты вот эти финики поставил, что ничего поставь. А когда был на Аурузи, я ему посоветовал, я говорю, не сумана какую-то траву ставь, а сумана готовый ставь, чтобы я пришел, ложка попробовал. Например, есть заведения, которые сделали перебор. Да. Именно национальной культуры. Иногда между рестораном и музеем они какие-то грани пересекли. Есть такие столовые, рестораны, туда заходишь,
они все понаставили национально. Таких много, почему не видно. Но акцент какой-то еде, вот у нас, я не знаю, вот что ты считаешь там за национальное, но... Я считаю, что не... Вот честно, да, Хираем, я не могу... У нас все есть. Я считаю, что есть. Достаточно есть. Достаточно есть. Я говорю, что этого достаточно в городе Душанбе нету пока. Я не говорю, что это недостаточно есть. Это город Душанбе нету. Я, например, вот люди приехали в гости, честно, да? Мы первым делом его везем куда? В горы. Всем горы нравятся, которые люди без гор приезжают. Если человек приехал с Колорадо, ему не понравится. Я возил американца с Колорадо, он сказал, такие же горы у нас есть. Это я не удивил его. Но если он приезжает со Штатов или там из других стран, где, например, с Англии или с Лондона, его в Арзов возят. В Арзове очень много мест, этих как бы открытых мест, которые, знаете, они зимой хорошо не работают все. Вот это, я работаю какие-то гостиницы, да, там работаю, и мы кухню. Они там нету тут этой еды национальной. Мы везем... В Арзов, почему я говорю, он близко. Я не Гисар говорю, Гисар далеко для меня. Реально. В Арзов очень близко. Прям 20 минут я там внутри. И дорога хорошая. Вот. И я оттуда вот уже. Гостей туда давайте. Вот, я об этом говорю. И вот сейчас в данный момент, я отвечу, у нас реально нету, реально говорю. Откройте, пожалуйста, много национальной еды. Плова уже достаточно, ребята. Да, я знаю, что поваров надо возить. Откройте какие-то блюда, которые вот... Та же коса-самбуса, она у нас была в колхозе России, клянусь, она была продавалась. Она исчезла потихонечку. Этот же буглама у нас продавался, да, он исчез. Сейчас мы буглама готовили 15 лет назад. Да. Это все. Я говорю, это север рядом с Ташкентом, Узбекистан, все близко там это до сих пор. У нас это исчезло. Я говорю, что вот это возродить, что у нас внутри есть. Я не говорю узбекская кухня или таджикская. Мы одинаковые. Нету кухни между нами какой забора. Мы одинаково готовим. У нас праздники одинаковые. У нас все одинаковое. Мы одинаково думаем даже. Да. Сидим, марака, ош, все у нас под все. Просто вот в Узбекистане, да, ты заходишь в пловну, да, есть оши нахор продается в обед. Такой плов, так называется. Оши Самарканд, оши Бухаро, оши Ташкент. Без оши ситуропалов, еще какой плов был еще. Оши Гусфанди, это у нас два вида, Гусфанди и этот, и говорят оши Самарканд. Вот почему нельзя у нас тоже раскручивать такие темы? Ты повар, я знаю, что иногда экспериментируешь над едой. Любой повар любит. Так же, как Акай Раим, он любит экспериментировать. Что ты считаешь нашим национальным? Если можно, тезисно ответь, мы это... Что такое наше национальное блюдо? Национальное блюдо, это считаю, что у меня в Таджикистане происходит. Что? Это все национальное, вот, кроме стейка. Три блюда, которые ты считаешь национальным блюдом. Национальным блюдом? Первым блюдом, которое я считаю, это... Я всегда считал, почему-то, я не знаю, я его в книге Таджикон читал один раз, я не знаю, это у меня в памяти осело, что это вареное мясо национальное у нас. И я... читал, как бы у нас молочными продуктами как бы кормили людей, которые низшей кастой были, они мясо не могли поваривать. Это крутоп, это шакароп, это все, что связано с мучным. У нас его очень много делали. Оштупа, ошереза, там, а вот биринч, там, вот, что связано именно с рисом, у нас это, конечно же, это не наше национальное, это все пришло с Китая, это будем сейчас историю сказать. Но я говорю, мои национальные блюда я назвал уже. Это мои. Я хочу, чтобы в комментарии написали, каждый из вас, который смотрел это видео, какое вы считаете национальное блюдо у нас. Вот мне интересно ваше мнение, я хочу вот прочесть ваше, чисто мое мнение. А Кира мне задал, я вам задам вопрос. Дорогие друзья, я думаю, что нам уже пора заканчивать. У нас в гостях был Шамсидин, молодой ресторатор, успешный ресторатор. Дай бог ему долгих там взлетов, и никогда он не видел падений. Спасибо. Также Шамсидин ранее обещал любому человеку, тот, который напишет хороший комментарий, завтрак на двоих. Я думаю, что комментарий должен быть на тему, как вылечить наш сервис Душанбе.